Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сейчас я хочу вам показать, как я готовлю блины на пшенной муке. Тут раз я вам обещала, если кого-то интересует, я вам покажу и напишу под видео рецепт. Конечно, все по-разному готовят. В разных регионах разные нации по-разному все готовят. Но я готовлю, как готовила моя мама. Раньше пшенной муки не было, поэтому мы пшено пропускали через мясорубку по несколько раз. Мама все помыла, пшено, зернышки, стелила тряпочку, обсушила. Когда все высохло, мы через мясорубку собирались все дети и по очереди каждый раз пропускали, чтобы мука была все мельче и мельче. Но сейчас и пропускать не надо, в магазинах они есть, они имеются. Вот такая пшенная мука у нас в магазине продается. Мука пшенная, цельнозерновая, 1 килограмм. Это у нас делается в Уфимском районе. Мне нравится очень даже, когда у нас Курбан-байрам, Ураза-байрам, все мусульмане пекли, кто оладьи, кто блины из пшенной муки. Мне очень нравится, тоже иногда пеку. Так, для этого я беру 600 миллилитров теплого молока. Кто-то может наполовину по 300 миллилитров воды теплой и плюс столько же молока. Молоко должно быть теплое. У меня дрожжи воронежские. Вот такие они мне очень даже нравятся. Щемпакмай. И я вот сюда чуть-чуть теплую воду клала столовые ложки сухие дрожжи воронежские. Чайные ложки сахарного песка все намешала. И вот видите, у меня какая шапка получилась. Это я проверяю активность своей дрожжи. Посмотрите. Хотя уже пару месяцев я пользуюсь этими дрожжами, но пока все хорошо. Ну, у меня уже в пакете все. Я уже закончила. Здесь 100 грамм. Я пользуюсь с влажными дрожжами, кирпичные, вы знаете. И с такими. Сюда я сразу кладу свои дрожжи. Кладу сюда столовые ложки соли. Кто-то сахар кладет. Ну, я не кладу, у меня чайная ложка. Чуть-чуть, где дрожжи. Есть они. Еще кладу я сюда 2 яйца куриных. И у меня здесь мука пшенная 250 грамм. И мука пшеничная 250 грамм. Не обязательно постолько брать. Я, конечно, все на глаз беру. У меня когда пшенная мука больше получается, иногда пшеничная мука больше получается. Но я в основном все делаю на глаз. Поэтому я этот раз решила вам показать, сколько на сколько класть, чтобы вы все знали. Кто-то яйца не хочет класть, особенно когда идет пост. На воде можно без молока, но тогда немножко
постного масла надо класть туда. Мука у меня Степная Королева вот такая. Можно любые брать. Сейчас все это вот так немножко перемешиваем. Ну, конечно, можно по-разному готовить. Можно опару делать, чуть-чуть теплого молока, дрожжи, сахар. И понемножку, пару столовых ложек муки, все это перемешать, поставить в теплое место. Когда все это опара поднимается, добавлять остальное все. Но я делаю всегда сразу. Ну, неплохо получается. Сюда я сейчас кладу пшенную муку. Вот она, пшенная мука, какая темно-желтая. Все это потихоньку перемешаем. Все это хорошенько перемешиваем. Ну, камки почти и нету, не остаются. Конечно, у всех может по-разному получаться, потому что мука бывает разная. Плюс-минус там 20-30 грамм. Может так получаться. Или добавлять, или убавлять. Вот у меня какой густоты все получилось. Как сгущенка. Сейчас я все это поставлю где-то минут на 30, на 40 в теплое место. И ждем, когда у нас тесто поднимется. Даже можно сюда сразу яйца не класть. Можно, когда тесто поднимется, класть яйца. Все это перемешать и оставить еще минут на 10, на 15. Можно по-всякому готовить. Но я готовлю вот так. Кому как нравится. Вы тоже можете по-разному попробовать. Но мне нравится вот этот способ. Быстро, удобно и вкусно. Полчаса прошло. Сейчас посмотрим, что у нас. Я сковородки поставила греться. Я знаю, что у меня тесто поднялось. Вот как все быстро. Эти дрожжи воронежские, они очень активные. Мне нравится. Все, теперь начнем печь блины. Можно оладушек, можно блины. Кому как нравится. Можно как оладушки делать. Без разницы. Кому как нравится. Посмотрите, первый блин даже комом не получилось. Все получается хорошо. Ну вот, мои хорошие. Посмотрите, какая красота. Блины получаются
с дырочками. Оладушки тоже. Смажем сливочным маслом. Я пользуюсь деревенским. Конечно, там холестерина много, но зато натуральные. Смотрите, все как красиво получается. Они пропекаются вот. Готовить очень быстро, нетрудно, никакой сложности нет. Вы, мои хорошие, тоже мне напишите. Может, у вас интересные рецепты есть, как вы готовите на пшенной муке, оладьи там или еще что-то. Если, конечно, на одном пшенном муке только готовить, то оладушки будут немножко горчить. Поэтому знайте. Пшено, сама по себе каша пшенная даже чуть-чуть горчит. Кто кушает, вы знаете. Это, наверное, какой сорт смотря. Какое хранение, как убирают. Комбайнеры. Сюда можно немножко подсолнечное масло добавить для теста. Но я не добавила. Я же говорю, кому как нравится. Здесь готовится у меня курица. Детишкам. Будем готовить суп. Ну вот, мои хорошие, мои блинчики. И оладушки. Посмотрите, какие они воздушные, пышные. Посмотрите. Вот они. Все пропеченное. Вкусняшка. Очень вкусно. А видите, сейчас я чай поставлю, мои хорошие, и будем все вместе чай пить. Угощайтесь. Оладьи и блины получились на ура. Мои дети ушли на прогулку. Придут, попьют чай с блинчиками и оладушками. Вы тоже, мои хорошие, попробуйте. Они очень-очень вкусные. Один вид, что стоит. Вкусняшки. Я думаю, даже кто ни разу не пробовал печь оладьи или блины, у вас, я уверена, получится. Рецепт я оставлю под видео. Вы можете попробовать. Кому надо постное, можете исключить яйца и молока. Можно делать на теплой воде. Молоко тоже должно быть теплое, не горячее и не холодное. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, удачи, благополучия в семье, мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч. Всем пока-пока. Кто-то у меня про Арчи спрашивала.
Вот Арчи на улице, конечно, дождь, не хочет на улице толком гулять. Сидит на подоконнике, там дождя нет, и выглядывает. Посмотрите, мои цветы цветут. Теперь будет меня дома радовать мои комнатные цветы. Помните, я перед Новым годом покупала цветок рождественская звезда. Посмотрите, какая красота. Когда я покупала, почему-то листья некоторые были желтые. Я думала, что у них сорт такой. А вот посмотрите, листья как будто бархатные. Посмотрите, желтых листьев нет. Вот эти вот в середине есть посветлее зеленые, но они сначала светлые, потом потемнеют. Меня еще радует вот такой вьюнок. Я в этом году только посадила весной. И посмотрите, у меня как все растет. Раньше у меня были такие цветы, и у них были мелкие белые цветочки. А этот цветок не такой. Я даже не знаю, как называется. Знаю, что вьюнки. Это, по-моему, кала. Но пока у меня ни разу не цвела. Может, кала, может, еще как-то называют. Я не знаю. Это моя кухня, где я только готовлю. Здесь у меня стоял холодильник, я убрала, когда делали мне пол. И здесь у меня рабочий стол во всю длину. Мне это очень удобно. И здесь у меня стоит посудомойка. Я, кстати, недавно только подключила. До этого я руками мыла. У меня постоянно теплая вода. Ну, вот так, мои хорошие. Еще раз всем пока-пока. Всего вам доброго.